Андрей, Комната. Быстро, быстро, телефон отключай. Быстро, давай. Представьте, чтобы как бы показать. Может, дверь закроем, если? Или пускай она. Быстро, быстро, быстро. Сегодня мы открываем в центре нашей столицы, города Якутска, гостиницу «Марракеш» на 25 номеров. Слово предоставляем министру предпринимательства. Дорогие друзья, сегодня произошло действительно предновогоднее чудо, потому что наша столица обзавелась новой гостиницей. Мы в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма ведем сейчас большую работу по привлечению туристов в нашу республику. И я очень рада, что нам будет где их разместить, будет чем удивить, потому что действительно вы можете сейчас ознакомиться с потрясающим интерьером, со стилем, который, ну, наверное, не похож, не представлен ни в одной гостинице города. И я, конечно, от себя лично, от всего министерства, от всех моих коллег хочу пожелать, чтобы эти номера, эти 25 номеров этой чудесной гостиницы всегда были заполнены, и чтобы в будущем Марракеш превратился в сеть бутик-отелей по всей нашей республике. Например, нам очень нужна гостиница в Эмиконе, где у нас проходит полюс холода. Конечно. Очень большая честь мне представлена сегодня открывать эту гостиницу. Первую гостиницу открываю в роли министра предпринимательства, торговли и туризма. И надеюсь, что этих гостиниц будет открываться у нас много-много, потому что туристов у нас будет в 2019 году намного больше, чем в предыдущие годы. Ура! Поздравляем! Ну, я надеюсь, что нас сейчас пригласят посмотреть номера. Спасибо. У нас трехэтажная гостиница. Мы сейчас полтора поднять на второй этаж. На втором этаже у нас располагается 20 по 29 номер, то есть 9 номеров. Первый номер. Их у нас 3. Вот этот первый. Прошу. Зона отдыха с обзорными окнами, чтобы гости столицы могли видеть нашу республику. Да. Прямо для иностранцев, да? Но мы рассчитываем не только на иностранных гостей, но и на гостей нашей республики, которые сюда приедут с районов, кто сможет. Пожалуйста, мы всегда будем рады. А мне расскажите вот про вот такие перекладины, это только у марокканцев такие? Нет, это, конечно, вообще не только у марокканцев, оно применяется очень во многих восточных странах. Ну, как мы знаем, где москиты и жарко, для во избежания значит, дискомфорта, впоследствии мы его, конечно, облагородим. И оно будет с балдахинами, все в стиле марокканском. И также мы эти номера предполагаем все-таки в дальнейшем по планам
Это будут номера не только как VIP-номера, но и номера для новобрачных. Вот чтобы атмосфера первых дней. А по новым технологиям здесь будут, там Wi-Fi, что еще будет? Все у нас есть. У нас будет бесплатный Wi-Fi, соответственно. У нас цифровое телевидение. У нас значит, будет и предоставление транспорта. Будем отвозить и привозить, куда пожелают наши гости. Да. Все шикарно. Так, ну здесь можно отдохнуть. Действительно. Так, ну здесь у нас ванна. Ну, я была и в Полярной звезде, даже в президентском номере была, но не так шикарно. Да? Но мы сразу хотим извиниться за технический беспорядок, который у нас сейчас происходит. Это мы стараемся раскрутить нашу гостиницу, запустить это информационный портал, чтобы не только мы, сегодняшние присутствующие здесь, знали об этом, но и все, кто владеет всеми информационными технологиями. Сюда встать. Полгода, да, весь проект длился? Запуска гостиницы? Чуть больше. Мы быстро. старались, да. Хотелось бы, конечно, открыться пораньше, но... Ну, раньше Хилтона открылись, которые долгое время у нас, о котором мы говорим, а я всегда говорила еще, когда была просто общественником, что поддерживать надо внутренних инвесторов, потому что кому-то нужно много лет, чтобы выбрать место, там, привлечь средства, а тут за полгода реализовали прекрасный проект, и я думаю, что многим стоит брать пример на самом деле. Хоть представьтесь, меня там спрашивают уже. Управляющий гостиницы «Марракеш» Тен Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, а вот Да. Как происходило? Вот все знают, что это гостиница «Колос», что это остатки советского прошлого, некоторые говорят. У некоторых хорошие впечатления. Вот когда перестраиваешь, что интересного нашли здесь про советского? Почему? Ну, про советского, конечно, мы не нашли. Дело в том, что, да, правильный вопрос, почему именно выбрано это место, а не какое-то другое, там построено вместо какого-то здания. Поиски были достаточно тяжелые, и согласование с владельцами, которые с нам нашли общий язык для реализации вот этого проекта. Во-первых, это место знают очень многие якутяне, которые раньше жили. Потому что, как вы уже сказали, «Колос» это была гостиница достаточно такая объемная, социалистического нашего периода, когда очень многие приезжали с района, с областей, и обязательно, как мы знаем, наш город все-таки был аграрный, и очень много людей сюда приезжало. И вот, чтобы развить эту тематику, конечно, мы пошли по этому пути. Хорошая инфраструктура, знание города, близость и доступность всех основных объектов нашего культурного особенно. Здесь у нас и театры, здесь у нас и основные административные здания, здесь у нас музеи. В общем-то, доступность почти, можно сказать, шаговая. Это тоже повлияло не последнюю роль в выборе этого места. Сразу вопрос поступил к министру. А как вы относитесь, почему, ну, например, Марракеши, они, как вы говорили, кроме Хилтона, есть много течений европейского стандарта. Вы как поддерживаете вот такой стиль или все-таки это выбор частного предпринимателя? Конечно, прежде всего, это выбор частного предпринимателя, и я считаю, что чем больше у нас будет представлено гостиниц именно для, ну, в своем собственном стиле, потому что сюда уже можно смело привозить арабов, на самом деле, потому что они будут своих шейхов, которые, собственно говоря, я думаю, уже в скором времени
времени к нам будут приезжать, потому что мы и ювелирную неделю скоро возобновим, наконец-то. У нас есть интересный проект сейчас на сегодняшний день, чтобы на полюсе холода сделать показ ювелирных изделий. И уже у нас заинтересовались не только арабы, но и другие страны мира на Дни Дальнего Востока. Вот мы очень серьезно представили нашу туристическую программу, и со всех концов света, начиная там от Китая до Швейцарии, захотели к нам приехать. И очень круто, что есть выбор сейчас, да. Если хотите остановиться в гостинице национального стиля, там, пожалуйста, там Тагандрахан с якутской кухней, со всеми сопутствующими, значит, атрибутами. Если хотите попасть в такую восточную сказку, пожалуйста, добро пожаловать в Марракеш. Наш туристско-информационный центр уже поддержал этот проект. Мы обязательно включим их во все свои проспекты. У нас сейчас переформат идет полностью ТИЦа. Многие даже, наверное, не знали о том, что при Минпреде есть такое подведомственное учреждение, которое располагается в другой гостинице «Полярная звезда». Ну, мы, кстати, готовы рассмотреть варианты да, переезда, поэтому мы сейчас хотим новые точки открыть, в том числе в аэропорту, чтобы гости нашей республики, попадая в аэропорт, они сразу понимали, где они могут остановиться, какие достопримечательности они могут посетить, и все гостиницы, которые пожелают с нами сотрудничать, у них будет такая возможность прямо на точке в аэропорту разместить свою информацию о своих гостиницах, бутик-отелях и хостелах. Кстати, насколько я помню, Наталья Храмцовой, она опытный уже предприниматель в этой части, у нее есть уже хостелы, да? На 100 с лишним мест, по-моему, да? 39. Наталья, а вот чем отличается эта гостиница? Хостел от гостиницы? Да, вот от этой гостиницы. Хостел – это в комнате до 10 человек, а гостиница – это вот номера. Индивидуальный подход. Индивидуальный, да. И такой вопрос уже задаю. Да, это не связано с тем, что у нас чемпионат мира по вольной борьбе будет, и вы так своеобразно к этому готовитесь. Дело в том, что уже говорят о том, что, ну, арабы проиграют, поэтому есть где им отдохнуть. Ну, мы всем желаем удачи, всем, кто будет участвовать, но с министром спорта у нас уже была беседа, мы очень плотно сотрудничаем, потому что спортивный туризм у нас развивается в республике, мы его поддерживаем, и министр спорта попросил у меня поддержки, как раз есть задача на сегодняшний день разместить около 300 туристов, которые приедут на чемпионат, и я думаю, что в том числе в Марракеше они, конечно, остановятся. Ну и сразу здесь такой вопрос появился. Какой у вас, как это, звездность, да? Обычно там за границей звездность 5 звезд, 3. И, естественно, ценовая политика будет демократична или все-таки как сразу 10 звезд? И... Нет, это... Сейчас, наверное, сложилось впечатление, что мы обошли вот 3-й номер, и они все такие шикарные, и на этом мы закончили. Рассчитываем только на шейхов и не меньше. Это не так, сразу могу сказать, и обрадовать наших посетителей, которые к нам будут заселяться. Мы сейчас дальше пойдем по номерам, и это мы проясним в полной мере, как оно будет. Ценовая политика у нас, конечно, она будет исходить из благоустройства и обустройство наших помещений. То есть ВИПы это у нас будет от 9,5 тысяч, а остальные номера, которые мы будем показывать, это будут, есть семейные номера, то есть совмещенные, могут приезжать мама, папа, дети, у них будет между ними дверь, и могут в дальнейшем общаться. Там ценовая политика по 4,5 тысячи. Есть номера, где двухспальная кровать и человек может один пожить. В общем-то, у нас там ценовой сегмент где-то 7,5 тысяч. Вот ориентировочно так. Ну и обязательно, это как и в любой гостинице, как считаемся, что все-таки для раскрутки будут применяться очень часто это всякие акции, всякие бонусные, бонусные и так далее, карточки, золотые, серебряные, кто сколько будет жить. Это все будет применяться обязательно. То есть чем чаще у вас будут останавливаться, тем ниже дешевле будет цена. жить. Но комфорт останется тот же самый. Пойдемте, я покажу. Хорошо. Сюда, пожалуйста.
кухне такие маленькие уютные номера. Это вот то, что я говорил. Это когда человек может остаться или один, да, вот у него такой роскошная кровать, роскошный интерьер со своим телевизором, Wi-Fi, отдельным санузлом. И также, когда приезжают уже семейные, пожалуйста, мама с папой хотят остаться одни, ну а дети, конечно, простор для них будет достаточно, я считаю, большой. Ну и общение между детьми и родителями – это первая необходимость. Здесь отдельный санузел, да? У каждого номера у нас отдельный санузел, свой общий Wi-Fi, ну и телевидение, конечно. Ирина Сергеевна, продемонстрируйте. Вот сейчас мы зашли в большую комнату, а здесь двери. И значит, можно закрыть и выйти в другую дверь? Конечно. Да, А конечно. покажите, как это можно сделать. То есть вот это закрываем. Да. Мама с папой отдыхают, детки могут Пойти проверить город. пойти проверить другие номера. Ознакомиться с нашим городом. Прошу. Ну и также вот этот номер, это вот угловые не совмещенные. То есть когда человек хочет уединения, приехал, те же самые удобства, тот же самый комфорт, пожалуйста. Летом кондиционер, зимой тепло. Сразу озвучу вопрос, который задают. И кухня будет соответствующая. Нет, кухня, наверное, к сожалению, у нас пока не получится. Ну а в дальнейшем, при дальнейшем развитии, конечно, нам бы хотелось, чтобы открыть и ресторан, и чтобы кухня соответствовала. Все это в будущем. Завтрак обязательно будет. Просто интересуется, Марракеш планирует сотрудничать с каким-то рестораном, как азиатского типа, то есть заказать себе в номер ужин, обед и так далее. Это у нас уже на информационных листах все размещено, то есть основные точки, куда человек, который у нас еще не был, может съездить. Это и крестьянский рынок, да, это и наши театры, это наш знаменитый старый город. В общем, на наших информационных листах есть полная информация, где есть якутская национальная кухня, куда можно съездить, там, в усадьбу Атласовых или еще что-то, с контактными телефонами. И, конечно, наши сотрудники, администраторы будут помогать в меру своих возможностей, чтобы как-то и комфортно чувствовать себя здесь и ориентироваться. И сразу здесь спрашивают, климат-контроль есть в номерах? Климат-контроль. Потому что летом у нас, как обычно, очень жарко, зимой очень холодно. Ну, для этого есть кондиционеры, да, это обязательно в каждом номере. А вентиляция, да? еще? Вентиляция, конечно, у нас вытяжка, все у нас предусмотрено. Для зимнего периода, для комфорта, мы пошли по пути даже увеличения системы отопления, потому что знаем, что морозы у нас достигают 40-45 и выше градусов. Но если станет жарко, всегда можем прикрыть, станет холодно, можем открыть. Комфорт будет идеальный. Прошу. Остальные номера, в общем-то, они все зеркальные. Да, они все одинаковые. Сейчас, наверное, покажем нашу комнату. Что вы нам сейчас покажете? Ну, во-первых, все номера дальше мы смотреть не будем, они зеркальные, что совмещенные, что одинаковые. Но с нашей точки зрения, наша фишка – это, конечно, наш ресепшн, где, когда заходишь, это, ну и вправду, ощущение востока, теплоты. Но когда стоит наша сибирская елочка, ну это вдвойне радует. Прошу.
Ну вот, мы считаем, что насколько смогли приблизить Восток, достигли, ну, может быть, не 100%, но на 80% это однозначно. Чтобы люди чувствовали себя в мягких пуфиках, те же с шейхами, хотя, может, там еще и не были, но обязательно будут. Ну и, конечно, мы не забываем про нашу республику. Обязательно у нас на наших стендах это национальная наша посуда, наши сувениры. В дальнейшем ассортимент это мы, конечно, увеличим, будем сотрудничать с нашими производителями. То есть у предпринимателей, занятых в местном производстве, есть перспектива. Есть перспектива здесь представить свою продукцию. Да. Есть такой вариант, чтобы выйти на вас и предложить как раз заказ еды в номер, да, в том числе тот, кто первый сейчас организует арабскую кухню и предложит, наверное, коллегам доставку в номера, чтобы полностью погрузить их в атмосферу Востока, тот, я считаю, что он выиграет. Приоритет да? будет приоритет. Однозначно. Вот. Уже есть конкретное предложение бизнеса. Вы ждете таких людей? Конечно, мы всегда сотрудничеству очень рады. И чем будет больше предложений, тем будет лучше развиваться бизнес. И не только наш, а тех людей, которые с нами будут работать. Все должно быть на взаимовыгодных условиях. Ну и пользуясь случаем, приглашаю всех туроператоров. Я сегодня уже в нашей WhatsApp-группе сообщила о том, что открывается такая гостиница, и обязательно они должны свои туристические продукты предложить, чтобы каждый турист, который отдыхает, вне зависимости от того, приехал он для деловых целей в столицу, либо он действительно хочет посетить какие-то туристические объекты, они могли полную информацию получить, потому что, конечно, вот коллега сейчас озвучил о том, что есть у нас старый город, есть у нас усадьба Атласов, там, сокровищница, царство вечной мерзлоты, но за пределами Якутска есть уникальные объекты, туристская инфраструктура в том числе, которую создала сама природа. И чем больше об этом будут знать приезжающие к нам гости, тем лучше. И если друзья, которые сегодня открыли эту гостиницу, готовы к сотрудничеству, я считаю, что грех этим не воспользоваться. И как можно раньше нужно выходить с предложением. Заодно посмотрите эту гостиницу, окунетесь в восточную сказку. Михаил, ну и куда звонить, куда обращаться, чтобы ни одного адреса не прозвучало? Ну, будем это все размещать. Мы уже запустили в Booking. Сейчас уже запускаем в 2 GIS. Единственное, у нас сейчас подключение идет интернета. И тогда всю информацию выйдет ролики, как вы видели на 2-м этаже, мы уже подготавливаем. Делаем также фотосессию сегодня-завтра. Так что все, чем мы владеем, все, что мы построили. Диктуйте точный адрес и телефон. Да, наш адрес это Курашова 28/1. Доехать какими автобусами, вы знаете, доехали до мэрии и напрямую до Минсельхоза, ну это проще, кто знает. Да. И основной наш телефон это 702 118.